Ты уже снимаешь? Ну, вообще-то да. Дорогие друзья, сегодня 18 июня, и именно в этот день все вооруженные силы Республики Беларусь отмечают День военного финансиста. И теперь... Создание надежной системы обороны и поддержание безопасности любого государства во все времена стоило серьезных затрат. Чем современнее и сильнее армия, тем больше средств приходится на нее тратить. Функция разумного расходования средств и бесперебойного обеспечения денежными ресурсами всех мероприятий вооруженных сил возложена на финансовые органы. Благодаря грамотной, слаженной работе данная задача выполняется успешно. Так было всегда, так было на протяжении всей истории, так будет и в дальнейшем. Создателем регулярной армии и финансовой службы России по праву считается Петр I. По его указу назначался генерал-крейгс-комиссар, который ведал армейской казной и отвечал за расходование денег. С того времени начали действовать специальные органы военного управления, которые занимались материальным и финансовым обеспечением войск. В период становления республики в конце 20-х годов 20 века стали создаваться и новые военные финансовые органы. Приказом командующего Западным фронтом от 18 июня 1921 года номер 1177 в Смоленске было сформировано финансовое управление Западного фронта. Именно эта дата считается днем создания финансовой службы вооруженных сил Республики Беларусь. Суровые испытания предстояло выдержать военным финансистам в годы Великой Отечественной войны. Без сильной экономики и устойчивой финансовой системы государства решить задачи слаженности работы военного хозяйства было бы невозможно. Но финансовая система страны устояла и обеспечила ритмичное финансирование армии. Свой вклад в победу внесли военные финансисты. Значимость их труда подтверждается тем, что через финансовую систему службы Красной Армии обеспечилось исполнение бюджета страны. Несмотря на мирные условия развития страны, вооруженные силы СССР в послевоенное время привлекались к боевым действиям в 16 государствах. Успешно справляться с задачами финансирования потребностей войск в те годы позволяла продуманная и практичная система финансового обеспечения. На современном этапе военные финансисты – это профессионалы своего дела, которые выполняют поставленные перед ними задачи своевременно и качественно. С 2003 года подготовка военных финансистов происходит на кафедре организации финансовой деятельности войск военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете. Наша кафедра имеет современную учебно-материальную и техническую базу, которая позволяет готовить специалистов высокого уровня. А что же думают о своей специальности будущие финансисты, об этом мы спросим у них самих. Почему ты решил стать военным финансистом? Ну, знаете, у меня интерес был с детства к разным людям, вроде банкиров, менеджеров. Папа был военным, мне хотелось бы быть так же, как он военный. Потому что считаю, что это одна из самых перспективных военных специальностей. Потому что эта специальность престижна. Я выбрал специальность финансиста, так как она достаточно востребованная, как в вооруженных сил, так и в общем других воинских формированиях. Я, наверное, такой эгоистичный человек, что я сам хочу зарабатывать много. Я давно мечтал о карьере военного, так как у меня военная династия. Всегда любил финансовые операции, работу с деньгами и цифрами. Я решил стать финансистом, потому что сочетание финансовой квалификации с военной и физической подготовкой – вот он путь к идеально надежному мужчине и для страны, и для семьи, и для общества. Чем специальность финансиста отличается от других специальностей? Ну, вообще, она считается такой разносторонней специальностью. Финансист очень важный человек в части. Финансист выполняет довольно важную функцию в вооруженных силах. Это самая ответственная работа по сравнению с другими. Специальность военный финансист – это очень ответственная специальность, требующая обширных знаний. Ты несешь большую ответственность. Финансист в первую очередь специалист во всех областях в части. Без него часть никудышная.
За время существования факультета финансовая кафедра дала дорогу в жизнь 125 молодым специалистам. Наши выпускники – это не только профессионалы своего дела, но и настоящие патриоты, которые с честью несут свой воинский долг. Следуй за нами.